изъято взяткой для принятия дальнейших действий для предотвращения дискредитации общественно-политического и социально-культурного определения волеизъявления активной части общества, выработки стратегических решений общего плана действий открыл круглый стол. Мы разные по политическим взглядам, убеждениям, воспитанию и мировоззрению, но цель у нас одна – благополучие родной республики и ее граждан, и это стержень для объединения. Вынужден признать, было уже много попыток объединения социально и национально ориентированных сил, и все прежнее заканчивалось неудачей. Но из этого не следует, что нужно опустить руки. В республике рабочие места ужимаются, зарплата задерживается месяцами, здравоохранение и образование оптимизируется. Есть масса нерешенных проблем. Вопрос ключевой один. Нужно кардинально менять социально-экономический курс. Понятно, что главный секрет управления республиканской власти – разделять и властвовать. Но у нас есть рецепт. Мы объединяемся не в партию, не в движение, но хотя бы постоянно действующую переговорную площадку на основе попытки отбросить в сторону все разделяющие и выработать хотя бы десяток важнейших пунктов повестки дня, нас объединяющих. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали, занимались мы вашими нуждами и заботами. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет. Работают в наше кризисное время, нечем платить за квартплату, нечем платить детям, нечем за садик, ни за школу, ни за что не могут платить. Денег нету. За учебу платить денег нету. Квартплата, задолженность, у многих уже задолженность по квартплате, по кредитам. Пошла из чу-ча-ча, чу-чу-ча, чу-ча-ча, чу-ча-ча из чу. Пошла из ча, пошла из чу-ча-ча, чу-чу-ча, чу-ча-ча, чу-чу-ча. Забудем, не простим! Не забудем, не простим! Против коррупции! Против коррупции! Что касается протестных движений, я полностью поддерживаю Навального на сегодняшний день. Я считаю, что только вот он единственный лидер по всей России, который может возглавить это оппозиционное движение. Поэтому, что касается объединения, я считаю, у нас очень большой потенциал для объединения. А в каком формате объединяться? Мы собрались за круглым столом. Обязательно, я считаю, такие встречи надо продолжать. Общеградские встречи раз в неделю. Можем мы это делать? Нет, всех здравомыслящих, кто не против, у нас участвуют наши здесь, в этом офисе. Хорошо, мы хоть каждую неделю круглые столы будем объявлять публично. Дальше, пускай будет сегодня пятница, пускай будет каждую пятницу 5 часов. Например, есть проблема. Каждый, кто хочет. А перерастет это в объединение или движение, это вопрос второй. И каждая организация, так скажем, группа, она может своего представителя или большим составом, или более меньшим составом, то есть уже в этой группе они будут решать, кто пойдет, кто может пойти, но повестку, обсуждение и так далее, уже можно заранее, допустим, спланировать, что мы на следующей встрече будем, какая тема и кто спикеры. Поэтому нужно выдвигать интересных, креативных людей из разных возрастных групп. Поэтому предложений тут масса. И эта тема, я считаю, что наиболее актуальна. Потому что уже сейчас говорить о том, что Навального я не признаю Тургова, я не признаю Мальцева, не стоит. Надо подумать, как нам объединиться всем. Этот вопрос для объединения для меня самый важный. Я, по крайней мере, себе такую программу поставил и в нашем обсуждении